Все, потихо выезжаю из Астаны. Как только сел за руль, дождик пошел, как будто говорит мне природа: не едь туда, не езжай, оставайся. Как будто этот Саяр, как не знаю, как будет по-русски Саяр. Пишите Сахар, перевод. Да, красивый город Базаржух. Ну что, на ЛРТ покатался, на Бурубай съездил, в Балхаш съездил, в Алматы съездил, в Туркестан съездил. Не познакомился. Нормально, в принципе. Можно и домой съездить. Город Экибастуз. По-якутски будет Экибастуз. По-русски две соляные головы. Экибастуз. Смотрите, Ваха, сюда. Да, вот мы с ним в Алмате познакомились на день рождения Ермека. Вот к ним приехал домой. Вот мама, брат, племянник. Да. Да, мы руками. Давай. Давай как Ермек. Ну да, например, да, если бы ты, например, если бы Увидел бы. пришел, да, так если бы Да, если без Паха не машины сказал. пешком проходил, Никто не заметил бы, да? ты не знаешь, что ты, например, Например, да. с Якутии или ты там, Да. Якут или не Якут, короче. Казах. Все, на чай пришли. Чай с молоком. Казах чай. Сейчас поедем куда? По Янаулу, да? Баянау, Сколько? 120 километров, да? уже 100, да. 100 километров где-то, отсюда 100 километров. До завтра там, да? Так, Павлодарской области тоже 14 регион, получается, как Якутии, поэтому мы сейчас как дома двигаемся, да? Вот такой вот Жайлау, ребят, этот на лето тут приезжают с семьями, маму тут. Как называется село? Строитель, Строитель? подход строитель. Сколько? 20 километров, да, от города, да? 15. 15 город, конечно. Вот там трактор, все как деревни, мотоцикл. Иди покушай, Андрей, ты не кушал, иди покушай. Вот наша база, Золотые пески, Панталичебница. Дорогие друзья, я приехал в санаторий здоровья и долголетия в Баянауле. Я сам с Якутии. Сейчас будем проходить различные мероприятия по оздоровлению нашего организма, которые нужны для каждого человека. Вот здесь вот такой вот очень много сертификатов. Это их вот эмблема. Вот массажный кабинет. Вот лежит сам пантеолиния. Так, перед приемом пантовой ванны сначала паримся в какие-то бочки, чтобы поры открылись, чтобы пантовая ванна все хорошо питалась на организм. Все, мы легли в ванну из отвара пантов и кровь морала. Помогает сердцу, ну всему организму помогает. Так, после двух процедур чай с мятой и мед с котом пирогая золотая. Очень вкусный чай. Панты, да? Да. Вот. Панты морала. А где они водятся? Ферма есть, да, здесь рядом? Не рядом, это скотона. Туда перевозят, да? Да, глубокая заморозка, оттуда привозят. Да. Ворсистые такие, до 28 дней, самые полезные панты. Связка идут. Так, у нас процедура номер 3. Пантовое обертывание. Получается, уводит токсины, очищает, в общем, организм через пот. Лежу и потею. И полотенце полностью сразу все себе берет. Кайф. Ингаляция пантовым ударом. Как друзья, это пантогематоген, помогает улучшить иммунную систему, да? Да. И для мужского здоровья я слышал, тоже очень хорошее. Так что Это кровь морала. у кого проблема, у кого, ну, для профилактики даже можете. Как сироп, да? Да, она на меду. Мед и водка идет. Там небольшой состав. Так, у нас последняя, 6-я процедура. Массаж спины с маслом, да, специально тоже? Да. Тоже пантовое масло, да? Нет, просто масло. Все вот так вот полностью весь организм обновляется, оздоравливается.
Друзья, все, мы процедуры прошли. Ольга Михайловна очень грамотный специалист с многолетним опытом. Сколько лет уже пантолечения работает? 5 лет работаете. Так что переходите, все очень грамотно объясняет, лечит, и все будет очень хорошо. Она до этого работала в другом тоже пантолечебнице, да? Так что она именно любитель этой профессии и этого направления лечения. То есть прям фанат дела. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Вот на берегу озера. Летнее кафе, дискотека. Вот здание, вот озеро, пляж. Так, пересели на камере, бахи, приехали к родственникам. Какое село? А? Какое село приехали? Тарайгуль, да? На ужин. Так, у нас будет сегодня ужин юрты, казахской юрты. О, самовар стоит уже. Самоварчик стоит. Здрасте. Мына кісі біздің досымыз Якутиядан келді. Якутиядан это... Добро пожаловать в Казахстан. Все, рахмет. О, чай, самовар. Ой. Да, классно. Как светло здесь, да? Вот, с Ольгой Михайловной мы сегодня 2 часа процедуры проходили. Вот, сегодня приехал наш друг с Якутии, наш главврач Ольга Михайловна. Вырвались на природу, с природой слиться как бы. И вот скромненький ужин такой, чай пьем с самовара. Да, очень вкусный чай, кстати. Да, вот, чтоб как бы благополучно Еркин доехал. Мгм. Вообще Эркин, да? Эркин, да. Мы его называем Ереке уже. Еркин, да? Еркин называем, он казах стал. Все, чтоб ты доехал до Всё. дома. Рахмет. О, Баха встречает. Сегодня в обед бешума кушали у него дома, у родителей. Сейчас вот у родственников. Что, Ольга Михайловна, не кушайте? Нет, спасибо, покушали. Кушайте мясо. Все покушали. Вы Больше только- нам мясо никто не даст. Доброе утро. 8 утра уже такая жара стоит. Вот бассейн скоро запускают детский. Летнее кафе. Солнце. Вот там. Здание, санаторий. Иду купаться. Люди уже купаются, прикиньте, 8 утра. Очень хорошо поспали. Сейчас купаюсь, позавтракаем и поеду в Павлодар. О, люди уже все купаются. А работник вроде. Прикиньте, друзья, тут даже чемпион Найза, действующий. Новый чемпион. Вот он. Какой вес? Как зовут? С Казахстана, да? А, местный. Прикиньте. Я сколько наблюдаю за Найза в Инстаграме. О, тяжелый какой. Тема. Вот так вот Казахстан. Можно встретить чемпионов. Санаторий, да? Молодец. Вот люди на выходные уже приехали, палатки ставят. Там очень большая делегация с Караганды приехала с этими саппортами. Вот, суббота сегодня. Я потихо выезжаю, сейчас тоже к родственникам заедем. Вот он стоит, Баха на Камрюхе. Дальше поеду в Павлодар. Очень классная природа, вот смотрите, какие горы. Баянаул. Озеро мне очень тоже понравилось, чистая вода, теплая вода. Пляж хороший, песок. Вот так вот. Едем потихо домой. Сегодня, если получится, может, в Павлодаре тоже
набережке искупаюсь. С утра поеду в Новосибирск. В это время уже ни туда, ни сюда. Так, доброе утро. У нас сегодня сейчас завтрак начинается. Я хочу выразить благодарность Вахыту за такой теплый прием. Вчера вот целый день со мной прошли все процедуры по антилечебнице. Все очень понравилось, хорошо поспали. Сегодня с утра искупался. И Бахыт один из тех людей, которые в Казахстане, которые мне реально предлагают какие-то темы там по работе. Она, то есть говорит, давай осенью приезжай, поработаем. И в знак этой благодарности я хочу ему вручить маленький подарок. Я осенью в Астане продавал ножи. Видел, наверное, да? Нет, я не знал. Да, и один нож себе оставил. Ну, то есть у каждого мужчины саха должен быть нож как бы с собой. И их может быть очень много. Один, допустим, на выход с друзьями там попонтоваться, один там дома рабочий, и один в машине всегда должен быть. Я вот эту нож как бы оставил себе, чтобы с собой, ну, то есть, ну, на всякий случай, да, бывает такое. Он, правда, не новый, потому что я себе оставлял, ну, почти новый где-то этого года. Так что я сейчас еду домой в Якутию, у меня там дома ножи есть, и как бы он мне уже как бы не актуальный. Поэтому хочу тебе подарить. Конечно, достойных людей в Казахстане очень много, которым можно подарить нож, но вас много, а я один. И Баха тоже под конец попался в эту волну. Все, давай, братан. Рахмет. Да. Тебе человеку, который в туризме, который постоянно по лесам, по природе, он, я думаю, понадобится. Так, крутой нож. Да. Рахмет. Все, спасибо. О, сегодня суббота, поэтому народ попер, да? Туристы. Экскурсовод вот идет, рассказывает. Такая красота. Вот на такой красоте работает Баха. Получается, Молодец. Вот ольховая роща, она где? В каких странах, Ольга Михайловна? В Канаде, в Казахстане, да? Получается, в Канаде, в Казахстане. Такая ольховая роща. Вот стоит, да? Да, да, сейчас туда зайдем. Ага. Очень много туристов, кстати, поток целый. Это туры, короче, Павлодар. Караганда, да? Караганда, да? Караганда. Со Астаны, наверное, тоже есть группы. Да, ближайшая адреса. Так, друзья, мы стоим в ольховой роще Баянауле. Я вчера прошел весь курс пантолечебницы, все 6 видов. Мне очень понравилось. Ольга Михайловна такой большой профессионал, так бережно относится к клиентам. Все процедуры очень комфортные, удобные. И после него ты реально чувствуешь себя обновленным. Вчера очень хорошо я поспал, выспался. И хочу пожелать этой компании здоровья и долголетия, больших клиентов, много клиентов, чтобы довольных клиентов. У нас, например, в Якутии тоже есть олени, но у нас нету вот такого вот пантолечебницы, как такового. А с казахстанцам очень повезло, вот рядом прям в таком красивом месте есть пантолечебницы. И, пожалуйста, можете приехать хотя бы раз в год, два раза в год, пройти все эти процедуры, 5-7 дней, да, весь курс проходит, да, и, соответственно, следить за своим здоровьем. Для мужиков, говорят, очень тоже полезно, ну и для женщин тоже, так что вот так вот вам повезло, что у вас есть вот такие люди, которые работают, которые вот очень сложный вид бизнеса, на мой взгляд, вот, делать настойку, там, ванну, вот это все через этот, из понтов, не каждый может, и есть у вас такие энтузиасты, которые все это делают для людей, для бизнеса, для туризма, так что, пожалуйста. И хочу сказать, что сам санаторий тоже очень хороший, стоит прям у берега озера, я сегодня утром искупался, очень хорошая чистая вода, прям можно и лечиться, и отдыхать, и это все вместе совместить. Все, всем спасибо. Все, друзья, я выезжаю из Баянаула, вот, ребята провожают. Все, вам удачи, спасибо большое. Сейчас я еще по пути буду выкладывать видео вчерашнего лечения. Да, Еркану тоже счастливые дороги. Да. Мы его уже казаха сделали, Еркан называем. Ага. Все, ладно. На грани пола двигаюсь, как обычно, на грани пола, и бензин вот уже минуту доехал до заправки. Вчера он хотел по обратной дороге Баянауле заправиться, но сейчас выехал по другой дороге, поэтому сюда приехал. Дотянул. Красава, красава. Бак в минусе. Доехал. Так, друзья, я сегодня должен был встретить того самого якута в Павлодаре. И вот перед выездом
из Баянаула ему написал: чё, Баурум, салам алейкум, халайсин, хайдасин. Он мне ответил: я вот скоро выезжаю в деревню. Я это не заметил, там связь не ловила, мы ходили, гуляли. Потом увидел, и ему говорю: не выезжай, я сейчас приеду, жди. Он говорит: я уже выехал. Я говорю: возвращайся. Он говорит: не могу, там работать надо в ауле. Я говорю: ладно, где аул? Если Баянаула буду ехать, по пути будет? Говорю: нет, говорит. А если я буду ехать в Новосибирск, по пути будет? Говорю: жёг, говорит. Я говорю: ема, куда? Он говорит: в сторону Омска. Сколько? 110 километров. Ептики. Ептик-дык. И вот не знаю, что делать. Далековато вот по такой проселочной дороге. Я вот сюда ехал, 120 километров от трассы в Баянаул. Ну, такая долгая дорога, потому что не автобан. Вот, таким образом, инициатива что делает? Правильно, инициатива не дает покоя инициатору. Так, достар, мен Майкайын ауылдан попутчик алдым. Володжаяға немес адам с вахты еті, да? Да. 15 күн на вахте, 15 күн үйде. Подписчиктерге на қазақша сәлем берің. Сәлеметсіз бе? Мен уже вахтадан келе жатырмын үйге. Он как просто приболел давление. Сейчас домой еду. А что на казахском нет? Ну, это- Он всю дорогу ехал, я на казахстан, только все, на Саша Лен, говорит: а что себе любишь? Нет, я-то умею разговаривать. Просто. Я просто второй раз вижу немца. Первый раз я видел немку, она к нам приезжала в деревню на севере Якутии, в школу. Она изучала то ли Якутию, то ли якутский язык. И вот у нас частный класс. Ну, видите, частный класс был, да. я вырос среди у меня друзья все казахи. Да, и вот сейчас, получается, в Казахстане второй раз увидел немца. Ну, уже казахского немца, получается. Вот так вот живем. Павлодар — один из немногих городов Казахстана, где есть трамвайные пути, по-моему. В Павлодаре есть и в Караганде есть, да? А не Караганде, а этот Темиртау, по-моему. И очень много трамвайных путей. Ты проходишь через дорогу, и я боюсь, что я врежусь туда по трамваю, потому что я особо не знаю ПДД по трамваям. Опыта нет. Вот такой вот городок Павлодар, 14 регион, как якутский. И дома тоже такие, похожие на якутские дома, старые. Ерсен, братишка, салам алейкум, халайсен. Что, ты от работы ранее вышел, да? Да, сегодня пораньше. Да, отпросился, да? Все, мы в Павлодаре. Вот с сыном тоже осенью, когда я сюда приехал. Приезжал, да. Всё, тоже, уезжай тоже. тоже встречались, да. Все. Ужинать будем, да? Да, похаваем. Все, пойдем. Вот павлодарский вайб, летник. Орошение идет, тут капает капельки. Вот Ерсен. Все, ужинаем. Он мне предоставил жилье, предоставил на ночь, да. Переночую и завтра дальше поеду. Завтра с утра должен переехать с аула, Булат должен переехать, Ким должен встретиться утром. И поеду дальше. Все. Отбор. Так, я в Павлодаре, с пацанами парюсь в бане. 7 месяцев назад эти ребята тоже меня встречали в бане. Все те же на манеже, говорится. Да, он был, и он был, остальные, да, это. Вот еще один. Пацаны молодцы, короче. Вы футбол смотрели, да, тот раз, получается? Реал Мадрид, Реал Барселона, Мадрид, классика. Барселона. Да, даже он комментировал: я тебе же выложил, трезв выложил уже. Да, да. Да, или что-то Мне говорил. потом отец писал. Да? Ну. Вот так вот. Вот кальян, кумыс, короче, пьем. Тот самый якут, вот он идет. Не видит меня. Не видит. Все, увидел. Ассаламу алейкум, халайсен. Всем привет, друзья! Мы сидим на набережной города Павлодар. Я наконец-то встретил того самого якута из Павлодара, Булат, братишка. Он приехал сегодня утром с аула, я его ждал и сейчас поеду дальше в Новосибирск. Его в шутку друзья прозвали якутом за его, наверное, узкие глаза, как я понимаю, да? И он не стал там обижаться, все это дело словил. И сейчас у него инстаграм есть тот самый якут. И, наверное, впервые встречаешь человека из Якутии, да? Да, я впервые встречаю. Да, его многие смотрят из Якутии, там из Казахстана тоже. И в знак того, что он называет себя якутом, мы от нашего народа хотим подарить ему якутский нож.
Потому что за якут без якутского ножа? Магазин Учур есть в Астане. Но это, получается, магазин Учур тебе дарит от имени якутского народа, саха народа. На пакет. И вот такой вот фирменный нож, получается. Вот такой эмблема. Смотри, теперь у тебя есть нож, и ты уже не якут. Знаешь кто? Да. Саха. Саха. Теперь ты говоришь, я Саха, у меня есть настоящий нож. Все, не надо мне называть якутом, говоришь. Саха, понял? Все, понял. Я Саха, если что. Да. Вот, Всё, спасибо. вот сертификат, ну, чтобы тебе это, все документально, все это, короче, официально. Все, магазину Учур, спасибо за то, что нам предоставил вот такой нож, поддержал идею мою, что я хочу подарить человеку нож. И все, тебя от магазина Учур вот такой нож. Все, Рахмет, брат, Аллах разумеет. Давай. Напиши. Давай, Очень приятно. передай привет. Всем ассаляму алейкум, Уру Яйхал, магазин Учур. Спасибо вам за такой прекрасный подарок. Всем мира и добра. Сахаларга, Сахаларга. Уруй. Уру Яйхал. Уже я ехал. Все, спасибо вам большое. И скидывают вот это видео, где мужик снимает про сына своего, там, о, вот этот блогер не пьет, не курит, типа, да, раньше курил, пил, сделайте нормального человека, постоянно скидывает. Че мне, че, Аслхану, короче. Все, вот нас приехал поддержать Ерсын, брат, тоже провожает. Вчера я у его дома ночевал, он квартиру предоставил и сам поехал на дачу. Так что четко поспал, Рахмет. И вот такая набережная красивая на фоне. Дулата, да. Приколись, молодец, пацан. Учить мой либо. Да. Выбор у нас хороший. Все, я выезжаю, короче, сейчас. Все, друзья, я выезжаю из Павлодара в сторону Новосибирска. Еще раз хочу поблагодарить всех за дружбу, за гостеприимство. Я еще раз приеду, по-любому, так что сильно не буду прощаться. Домой надо съездить, на сенокос,